Здравствуйте! Сегодня второй день детского оздоровительного лагеря в школе номер 18. Для вас репортаж ведет отряд «Торнадо». Здесь, в 38-м кабинете, занимается первый отряд робототехникой. Делаем небольшой подъем. Как вообще проходят занятия по робототехнике? Что дети делают? Ну, им в первую очередь надо прийти ко мне сюда, запустить специальную программу на ноутбуке, пройти пошаговую инструкцию сборки модели, и уже в конце, при составлении программы, надо исследовать полученную модель. Там есть различные варианты, способы, ременная передача, датчики приближения и так далее. Ну, то есть задача собрать и исследовать какие-то варианты, попробовать варианты работы этой модели. Потом в конце сделать какой-то вывод. Также на площадке есть спортивные секции. Например, сейчас ребята будут играть в пионербол. На протяжении всей площадки детей вкусно кормили завтраком и обедом. Повара старались приготовить самые разные свежие блюда. Это были и рис-котлеты, творожные запеканки, и пончики, и горячие супы. Дети были очень довольны. Спасибо нашим поварам за то, что вкусно варят нам. 3, 4! Сегодня на площадке проходит интересный мастер-класс «Мы за здоровый образ жизни». Давайте заглянем. Игру «Мы за здоровый образ жизни» проводила социальный педагог Ионаш Анастасия Андреевна. Ребятам нужно было разделиться на две команды, придумать девиз и название. Капитан команды «Счастливые бананчики» первым вытягивал лепесточек с заданием. Им оказалось нарисовать плакат о несуществующем виде спорта. Следующее испытание называлось «Пословица». Детям нужно было вспомнить пословицы о здоровье. Также во время игры ребят проверили на знания о здоровом образе жизни, спорте, полезных привычках и правильном питании. В завершении все нарисованные во время игры плакаты были развешаны на доске. Вот и подошла к концу работа детского оздоровительного лагеря при школе. Это были 5 очень насыщенных дней. На протяжении всей площадки дети вкусно кушали, гуляли на свежем воздухе, участвовали в различных мастер-классах, занимались спортом и делали зарядку. Следующая площадка в школе будет только летом. До встречи! Над репортажем работали Светлана Скиба, Мария Добикян и Анастасия Попова.